Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Life. Сегодня мы погадаем на замечательную тему, а будет ли близость между вами и загаданным человеком в загаданный срок. Конечно, гарантировать, допустим, да, что там, если карты ответят, что есть такая возможность в загаданный срок, чтобы была близость, гарантировать, что она будет, я не могу, потому что вам все-таки нужно будет открыться для этого, открыть свои энергоканалы, да, или, может быть, поступить определенным образом, как говорят карты в раскладе. Если вы определенным образом не поступите, может быть такое, что вы это и не получите. Но в любом случае перспективы мы должны посмотреть, будет ли близость в загаданный срок с загаданным человеком. Загаданный срок с загаданным человеком. Вы поняли, да, какая близость имеется в виду? Гадать я буду на Таро Некрономикон черный гримуар. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. А будет ли близость? Будет ли близость? Смотрите, вы можете загадать несколько человек, но если даже проверить, может быть, хотите. Первая карта покажет, как видят высшие силы ваши отношения с этим человеком на сегодняшний день. И потом посмотрим, вот в загаданный срок, будет ли между вами близость. Такое сегодня настроение, видимо, у меня пришло, такое гадание в голову. Ну как? Я, конечно, анализирую, думаю, вот что может вам понравиться, что вам может понадобиться в жизни. Итак, значит, первая позиция — розовый цветочек. Да что ж ты не фокусируешься совсем. Вторая позиция — голубой, голубая брошечка. И третья позиция — божья коровка. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. А будет ли близость между вами и загаданным человеком в загаданный срок? В загаданный срок. Сильно маленький срок не загадывайте. Итак, розовый цветочек и первая карта — тип ваших отношений, как видят высшие силы на сегодняшний день ваши отношения. Мы здесь видим девятку жезлов. Девятка жезлов показывает, что отношения могут быть под угрозой, как под угрозой от окружающих, то есть от каких-то людей, которые являются врагами этих отношений, так и может быть такое, что один начинает отгораживаться от другого или сильно отгородился от другого, прям выстроил огненную баррикаду, да, вот такое вот прям огненное препятствие, что не подходи ко мне. То есть один может очень сильно избегать другого в первой позиции. Но и также, если вы оба вместе противостоите нападкам из внешнего мира, то есть нападкам других людей, то тогда эта карта будет показывать, что вы отгородились от других людей, пытаетесь от них защищаться вместе. То есть либо то, либо другое. Вот если вы, в принципе, поняли, о чем тут речь, как видят высшие силы, да. Но еще вот знаете, что может быть, да? Слишком много огня вот это показывать может ревность, слишком сильную ревность, да, один ревнует другого. Претензии какие-то тоже в отношениях могут быть. Но это все равно относится к моменту, когда один отгораживается от другого вот по причине, допустим, недоверия, критики. Хорошо, давайте посмотрим, будет ли между вами близость в загаданный вами срок. Будет ли между вами близость в загаданный вами срок? Вы знаете, 4 кубков, 3 кубков и королева жезлов показывают, что очень низкий для этого потенциал для того, чтобы была близость именно в загаданный срок. Объясню почему. Здесь идет, человек скучает, потом пошел в незнакомое место, с кем-то потусовался и познакомился с какой-то дамой. Вот даже до такой степени может доходить. Причем, вы как будто бы этого человека, берете и ждете, да. Есть еще момент, что
люди могут быть не настолько близко знакомы, потому что тут карты показывают реально незнакомцев, незнакомую компанию, да, не настолько близко знакомы, чтобы у них была близость в загаданный срок, потому что может быть срок маленький, может еще что-то. Или они не успеют, да, допустим, так близко познакомиться друг с другом. Давайте посмотрим, будет ли близость между вами позже. Семерка мечей, рыцарь жезлов, рыцарь пентаклей. Да, будет действительно, будет позже, но тут идет как будто бы один выслеживает друг друга, другого, наблюдает за ним. Или люди выслеживают друг друга. Идет воспламенение, сильный огонь страсти, который контролируется, контролировать пытаются люди. Не сразу выдают свои намерения друг другу, да. И нужно ждать, чтобы вообще это все произошло. Проблема в этой связи в мужчине. Даже если вы мужчина и гадаете, здесь проблема в связи в этой мужчине. Он какой-то не очень решительный, хотя у него есть, в принципе, намерение в будущем для того, чтобы между вами была связь, влечение, да, и вот эти все последствия от этого влечения. Но при этом вот неторопливо это все. Давайте посмотрим, как себя вести, чтобы между вами произошла близость. Восьмерка жезлов. Проявлять очень сильную инициативу. Очень сильную. Близость тогда может состояться и скорее, чем вы думаете, да, или там, чем карты говорят. Но вам нужно очень много проявлять инициативы. Даже удивлять этого человека, именно положительно удивлять, может делать для него какие-то подарки, сюрпризы, необычные, неожиданные поступки, говорить очень красивые слова. Даже если вы женщина, здесь нужна инициатива, яркость ваша, очень много огня, страсти. Вы должны таять в его присутствии, играть глазами, флиртовать. Если присутствия нет, нужно быть такой, очень привлекательной зажигалочкой. Тогда да, тогда близость быстрее произойдет. Ну, вот такая первая позиция здесь. Здесь сложная ситуация. Сразу говорю, сложноватая. Сложноватая. Человек как будто даже ищет, знаете, как каких-то приключений на свою голову. Отдельных приключений. Так, хорошо. Близость между вами. Вторая позиция. Близость между вами. Будет ли в загаданный срок? И первая карта, как видят высшие силы сейчас ваши отношения. Десятка жезлов. Это очень тяжелые отношения. Из последних сил тащите оба эти отношения. В этих отношениях буквально тяжело, и люди цепляются за самую последнюю ниточку, возможность, чтобы их продолжить, продлить и вытащить из этой ямы. Видите, человек карабкается в этой карте из пещеры. Вот. Всеми силами пытаясь выбраться на поверхность, на свободу. Эта пещера, это даже не пещера, это вход в подземный город демонов, да. И он там очень сильно устал, потому что у него там были неприятные впечатления, приключения и испытания. И он вымотался из сил и пытается выкарабкаться, просто знаете, цепляясь за последнюю надежду, за эту веревку. Также точно вы в отношениях, имея очень негативные эмоции, скорее всего, да, испытания, трудности разнообразные. Либо сам человек подвел, либо просто было совместно много испытаний, там, не знаю, беда с близкими, всякие треволнения, бедность, что угодно. И вы пройдя эти все испытания, карабкаетесь из последних сил, чтобы удержать эти отношения, спасти их. Может, вы оба, может, вы уже в одного стараетесь их вытащить. Вот. Но если вы узнаете, давайте смотреть, а будет ли близость в загаданный вами срок с этим человеком. Паж Пентаклей, двойка жезлов, император. Очень много зависит от мужчины в этой связи. Но и от женщины тоже.
Женщина должна быть для этого все-таки как-то расположена открыто. Предлагать. Ну, не то, что, ой, предложи себя, нет. Ну, по крайней мере, может быть, там, ну, не знаю, позвать куда-то этого мужчину. Или, ну, как устроить романтический ужин, или еще что-нибудь. Ну, какой-то шаг можно сделать. Письмо ему написать там любовное. Если вы совсем как женщина, допустим, если вы женщина, что не можете сделать здесь, ну, по крайней мере, ну, не отталкивайте этого человека, если он все-таки проявит к вам инициативу. В нем идет борьба добра и зла, черного и белого. Вот судя по этим картам. Он как будто сам с собой договаривается, а можно ли вступить с вами в близость. И надо ли ему это. Он каждый раз, ну вот я сказала каждый раз, знаете, значит, все-таки я думаю, да, вот подозреваю по этим картам, что тут долгая история, что-то уже много раз было, да. Он каждый раз как будто на это решается, этот человек. Если вы мужчина, ну, вам нужно тут точно проявить инициативу, тогда женщина подумает и, скорее всего, согласится на близость между вами. Вот. Но если вы женщина, ну, вам как-то к этому надо, ну, открываться, подбадривать его уверенность в себе, да, там, вселять в него уверенность в себе, потому что он как будто бы не может сам с собой договориться и понять, насколько он тратит себя вот в этой ситуации, насколько он может, вот не знаю, говорю, как будто вот он не то, что интереса не испытывает, да, или страсти, влечения и так далее, а как будто для него это как испытание. Вот близость — это испытание. Близость для него — это шоковое состояние, что ли. Ему как будто, чтобы это сделать, нужно долго думать. Там, мол, вот какой шаг для меня. Может, он болеет. Может, он энергозатрачивается слишком сильно в этой ситуации. Может, еще что-то. Но сказать, что этот человек там вас не любит, тоже невозможно до конца. Что вы ему отвратительны там или что. Нет. А скорее он может быть погружен еще в какие-то заботы. Как вам себя вести, чтобы все-таки между вами была близость? Вот я еще прямо спрошу, хотя тут уже есть совет, да, открываться все-таки. Но спрошу, как вам себя все-таки лучше вести, да? Суд. Суд даже выпал. 8 мечей. Ну, избавиться от комплексов. У вас, скорее всего, есть какие-то комплексы, которые вам обоим мешают. И избавить его от комплексов, потому что, скорее всего, они у него тоже есть. Ну, говорить, может быть, какие-то слова, да, которые избавляют человека от комплексов. Ну, как бы подчеркивать его достоинство, значимость, уверенность, давать себе там, подчеркивать его красоту, там, приятную внешность или сексуальность или еще что-нибудь такое. Характер, там, поступки отмечать хорошие, хвалить, что ли. Но чтобы между вами вот эта стена мучений упала, да, что ты меня только мучаешь, там, да, отношения у нас тяжелые. Вот эта тяжесть, чтобы упала, чтобы как-то полегче стало. Вот, потому что, ну, может, даже тактику надо полностью сменить. Скорее всего, вы как-то вели себя иначе в прошлом. И надо ослабить это все. Вот. Потому что если люди так типа хихи-ха-ха флиртуют, у них все равно будет близость. Даже в самой сложной ситуации. Ну, вот такая позиция номер 2. Здесь вполне все может быть в этот срок. Вполне все может быть. Я вам честно говорю. Просто нужно немножко вот этому как-то вот открыться. Так, 3-я позиция. Жук. И первая карта. Как видят высшие силы ваши отношения. Жрица. Ну, жрица — это холодные, прохладные такие отношения. Люди интеллектуально близки или там хорошие друзья, коллеги, но у них нет влечения друг к другу как такового. И более того, жрица может показывать присутствие там, другой женщины, другого мужчины в жизни этой пары. Может показывать отсутствие отношений этих как таковое.
Или в отношениях есть тайна, которую еще не знаете, и это мешает самим по себе вашим отношениям. Жрица также может показывать очень сильную связь двух половинок, но в редких случаях. Вот. Да, она может это показывать, что люди, две половинки, вот у нее цифра 2, и она иногда это отмечает, что люди как близнецовые пламена. Но близнецовые пламена обычно проходят очень сильные испытания, да, кармические в отношениях. Тяжесть веков наваливается. Плюс они абсолютно похожи, и те моменты, которые они ненавидят в себе, они ненавидят в другом, начинают вообще ненавидеть друг друга, бывает. Хорошо, давайте посмотрим, будет ли близость между вами в загадный срок. Колесница, туз мечей, тройка жезлов. Это вполне возможно в загаданный срок, но для этого надо куда-то поехать. Или вместе, или, ну, допустим, если вы на расстоянии друг от друга, то встретиться для этого. Там он поедет или вы поедете. Ну, карты говорят, что это возможно. Это возможно. Письма могут друг к другу идти, сообщения какие-то, предложения, общение на расстоянии как. Держать друг друга на расстоянии, а потом встретиться. Как себя нужно вести, чтобы это произошло? Король кубков. Четверка мечей. Ну, карты говорят, если в ваши отношения уже вмешивается другой человек, то с вашей стороны, то его нужно оставить, чтобы с этим человеком у вас была близость. Вот. Если не вмешивается, то карты говорят, что нужно вести себя тише. Вот именно король кубков — это очень любезный товарищ, который выражает очень много позитивных эмоций, но это также и не громкий, не скандальный человек, тихий, спокойный. В четверке мечей как можно более нужно быть спокойным в присутствии того, о ком вы гадаете, и больше любви по королю кубков, приятных слов, задушевных бесед, красивый такой томный взгляд, да, обворожительность сама по себе. Тогда отношения, ну, вполне, ну, близость между вами может быть в загаданный срок легко. Вот. В других же случаях вы можете оттолкнуть этого человека. Но карты, в принципе, многообещающие, которые говорят о том, что между вами вполне в загаданный срок может произойти близость. Я говорю, единственное, расстояние надо как будто какое-то преодолеть или куда-то вместе ехать. Ну, вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.